По результатам выборов законно избранным на должность главы администрации Липецкой области является Олег Петрович Королев, выдвинутый Липецким региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», получивший 369 997 голосов избирателей, что составляет 81,83%, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Я, Королев Олег Петрович, вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав и законы Липецкой области. Согласно устава Липецкой области, Олег Петрович Королев официально вступил в должность главы администрации Липецкой области. Вчера было отмечено, да и мы с вами являемся свидетелями того, что в область приходят инвестиции. Инвестиции приходят только туда, где их ждут, я бы даже сказал, где за них борются. И сегодня мы знаем, что это Липецкая область. Это образец такого динамичного развития. Это область, где решаются многие социальные вопросы. Я еще раз хочу поздравить, пожелать бодрости духа, уверенности, ну и так держать. Все остальное вы знаете, Олег Петрович. Еще один момент, что Олег Петрович – это один из самых надежных в команде нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Олег Петрович, сегодня хотелось бы пожелать новых творческих успехов. Конечно же, их впереди много задач. Планка вы всегда поставите высоко, я думаю, на этот раз. Мы это видели в прибыльной вашей работе. И будьте уверены, что депутаты областного совета, да и все депутаты не только рядом, они вместе с вами. Я еще раз поздравляю, Олег Петрович, вас с тем, что вы с нами, потому что если, как старцы говорят, дерево пересаживать каждый год, то плодов не жди. И я думаю, мы теперь от вас будем ожидать плоды ваших добрых дел. Область доказала, что она есть одним из локомотивов, и им останется по развитию самой себя и России на всех ключевых направлениях, а значит и способны на то, чтобы выполнить вчерашний призыв и поручение президента страны, данное на историческом, как я считаю, и так и будет, заседании Государственного совета по обеспечению исторического рывка России.